Какие Каменские или тайны следствия вкупе с менталистом? Что нам все эти телесериалы с расследованием убийств и посадкой маньяков? Каждый день городское правительство подкидывает такие сюжеты, что Агата Кристи просто отдыхает. Ну, начну с истории. Лозунгом сторонников Эдуарда Гурвица в период его второго пришествия были слова «Вернем Одессу одесситам». Передаю смысл, а не цитирую выступления пропагандистов и агитаторов. Впрочем, и сам Эдуард Иосифович изредка ронял фразы типа «Вот когда вернусь, то все, что раздал Баделан, вернем городу». Я не верил. Ну как вернуть то, что уже прошло на сессии городского совета, превратилось в частную собственность и, наконец, в череде купли-продажи принадлежит какому-нибудь 20-му по счету владельцу? Он-то честный приобретатель, заплатил свои кровные. Разбирайтесь с теми, кто готовил все эти операции. Как в воду глядел. Ничего никто Одессе не вернул. Девиз «все на продажу» был в действии и при Эдуарде Иосифовиче, сменивший Гурвица городской голова, пусть не сразу, но тоже вступил в войну за склоны с фирмой «Викойл». И этот факт одесситам надобно приветствовать. Правда, остается открытым вопрос о серьезности намерений Алексея Костасова идти, что называется, до конца. К тому же, начало этой истории тревожное. Нам никто до сих пор так и не объяснил, почему представители мэрии пропустили сроки подачи апелляции. Как пишет в еженедельнике «Зеркало недели Украина» моя коллега Нина Перснева, в начале марта 2012 года хозяйственный суд удовлетворил требования компании «Викойл». Горсовет пропустил срок подачи апелляции и справедливо отмечает, для того, чтобы выполнить решение Фемиды, придется пренебречь не только общественным мнением, но и законами. И, кстати, нынешнему городскому голове Алексею Костасову уже не удастся перенести вину на своих предшественников. Можно было избежать ситуации с «Викойлом? Можно. Еще во времена второй каденции Эдуарда Гурвица, когда депутат городского совета Анатолий Балинов требовал от градоначальника действовать в рамках давнего решения городского собрания, выделившего прибрежные склоны в парк Юбилейный. Для этого надо было лишь повторно поставить вопрос на голосование, дабы навсегда отбить охоту разрушать побережье Южной Пальмиры. Не поставил, точнее, лучший мэр всех времен Эдуард Иосифович не захотел входить в конфликт с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, о чем поведали втихаря лица из его ближайшего окружения. Что дальше? Давайте вспоминать, что в парламенте образовалась группа «За Одессу», которой руководит Сергей Васильевич Кивалов. Почему бы депутатам этой группы не включиться в конфликт, если они действительно за Одессу? Впрочем, подозреваю, мешает присутствие в объединенной парламентской группировке, сокращенно ОПГ, Эдуарда Гурвица. Ну не будут же в этой ОПГ катить бочку супротив своего члена.